السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Уроки братства. И вчера мы с вами разбирали несколько аятов. Это сура Аль-Худжурат, комнаты, где Всевышний Аллах разъяснил нам о ценностях братства, о взаимоотношениях между братьями. Иншаллах, сегодня у меня последняя лекция, потом эстафета переходит к другим устазам, иншаллах, поэтому сегодня постараюсь завершить. Хотя, дорогие братья, эта тема такая обширная, актуальная, можно и не только 5, и 10, и 15, и 20 уроков дать про наше братство. Мустаурид ибн Шаддад был такой сподвижник, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман акаля би муслимин уклятан», если какой-нибудь человек приобретет еду, то есть съест какую-нибудь еду, би муслимин, за счет чести своего брата. Мы с вами знаем, что двигает людей. Еда, их природные потребности. Еда, имущество заставляет нас вставать по утрам, идти на работу, зарабатывать, проявлять терпение, усердствовать. И это естественно. И очень много случаев, когда ради этих потребностей мы нарушаем границы Аллаха и посягаем на, не дай Аллах, жизнь других, на имущество других и на честь других. Вот поэтому посланник Аллаха говорит: если кто-либо из вас съел еду какую-то, приобретает какую-то пищу за счет чести своего брата, فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ. В судный день, вот сколько он еды приобрел за счет чести своего брата, в судный день Аллах заставит его съесть столько же адского пламени. Сколько еды он заработал за счет чести своего брата, своих братьев, столько же адского пламени Аллах заставит его вкусить в судный день. То есть получается, для того, чтобы вкусить адское пламя, он окажется в аду. За то, что посягнул честь. Здесь не идет речь про кровь мусульман, про имущество, про честь, достоинство. То есть унижая честь другого, он приобрел себе пищу. «Ваман кусия бираджулин муслимин», и кто приобрел одежду, оделся за счет чести мусульманина, «Фаинна Аллаха яксуху мин джаханнам», то Аллах в судный день заставит его одеться из пламени ада. Мы знаем, что в аду есть много видов наказания. Так же, как и в раю, есть много видов благ, наслаждений. И одно из наказаний ада – это еда. Кто-то может сказать, обладатель ада, если он будет знать, что эта еда принесет ему боль и страдания, он может не есть, как в этой жизни.
Но хадисы говорят о том, что сам голод будет приносить страшные страдания человеку. То есть голод будет очень болезненным. И из-за голода в аду люди будут просить у Аллаха еду, которая еда будет наказанием. Они будут знать, что эти колючки разорвут все их внутренние органы, но голод до такой степени будет болезненным, они будут это съедать, но потом будут понимать, что, оказывается, это еще больнее. Вот поэтому одно из наказаний ада – это еда. Это плоды ада, которые принесут очень много боли. И вот поэтому Аллах Тааля предупреждает нас, если человек приобретает свою еду, неважно, для себя, для семьи, унижая честь и достоинство, нарушая честь и достоинство своего брата, Аллах заставит его в аду вкусить столько же еды, сколько он приобрел в этой жизни. И также одно из наказаний, как и наслаждение в раю, это одежда. Есть одежда обладателей рая. Аллах описывает в Коране. В нескольких аятах Аллах описывает, какие одеяния будут у обладателей рая. И много хадисов приходит про одежду обладателей рая. Также одно из наказаний в аду – это одеяние ада, катиран. Как Аллах говорит в Коране, катиран – это как горячая смола, которую прольют на человека, и вот эта горячая смола, она застынет на теле человека и превратится в одежду. Но это наказание страшное. И невозможно это сравнить там со смолой, которую там кровлю делают. Да, это невозможно сравнить. Поэтому аналогичное наказание. За еду получаешь еду в аду. За одежду, за счет чести верующего, получаешь одежду в аду. وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. И кто посягает на честь не для того, чтобы найти, то есть унижает своего брата не ради справедливости, не ради истины, а на показ. Просто показывая людям, что вот он такой, якобы борец за справедливость, Аллах Тааля вот за эту показуху он накажет его в судный день. Вот здесь мы видим в этом хадисе, это хадис у имама Аль-Бухари, не в Сахих, а в Адабуль Муфрад. У него есть книга, прекрасная книга. Ну, эту книгу можно назвать как мать всех книг по ахляку, по взаимоотношению. Вот. Очень многие ученые написали, пишут свои книги, основываясь на эту книгу. На книгу имама Аль-Бухари. Адаб аль-Муфрад, кстати, на русском языке эта книга есть. Адаб аль-Муфрад. Вот. 240-й тут написано, да, хадис. Поэтому вот потребность людей в еде, в одежде, в обычных вещах иногда служит причиной того, что мы посягаем на имущество, на честь, даже на жизнь других. Поэтому посланник Аллаха как говорит? «Куллюль муслими аляль муслими харам». Каждый мусульманин для другого мусульманина харам. Каждый мусульманин для другого мусульманина харам. Ничего ли сему? А? Марат. А? Ильмир? Вот есть брат Марат, они не обидятся. Да, просто чтобы мы поняли. Вот есть брат Марат, есть брат Ильмир, есть брат Юсуф, еще кто-то, да? Вот когда вы смотрите на братьев, да, мы любим братьев ради довольства Аллаха, мы скучаем по ним, но вы должны видеть знак харам. Вот каждый мусульманин для мусульманина харам. 3 вещи харам.
которые нельзя нарушать. Знак стоит. Въезд запрещен. Там сразу лишение идет. Что запретно? Первое. На первом месте это что? Это кровь его. Ты не имеешь права посягать, один верующий не имеет права посягать на кровь другого. Все это харам. Все, харам. И ты не имеешь совершать такие дела, которые вредят его здоровью. Почему нельзя продавать наркотики? Почему нельзя продавать запретные вещи, которые приносят вред другим? Это харам, потому что жизнь одного харам для другого. Второй момент это что? И все, что является посягательством на жизнь верующего, весь список дел это харам. Второй момент. Что еще харам? Когда мы видим другого брата, его имущество. Его имущество, все, что принадлежит ему, его дом, его территория, его машина, его телефон, его деньги, его счета, его товары. Там стоит жесткий знак харам. Харам. И если тебя интересует что-то из его имущества, в шариате есть целый список халяль. Приобретение этого имущества. Ты можешь у него купить, ты можешь поменяться на что-то, бартер, да, и так далее, и так далее. Поэтому вот мы встречаемся с братьями, твое имущество харам для него, а его имущество харам для тебя. Мы не имеем права забирать имущество, это харам. И то же самое с достоинством и честью одного мусульманина перед другим. Так же, как мы не имеем права забирать его имущество. Мне очень нравится телефон Эльмира. Если тебе очень нравится, ты подойди и договорись с ним. Он даст тебе цену, которая устраивает его и устроит тебя. Бисмилля. Сунна. Торговля сунна. Так ведь? Никаких проблем нет. Или он может сказать, а давай поменяемся на что-то. Вот у меня твои часы мне нравятся. Давай мне часы. Если я согласен, он согласен, все, это торговля. Никаких проблем нет. Но забирать, посягать на имущество брата, это харам. Это харам. И почему ложь, мошенничество во время торговли запретно? Потому что это тоже посягательство на его честь. Когда я продаю свою машину, где реальный пробег 100 тысяч, а я продаю как 50, вот эти 50 тысяч для меня харам. И то, что я добавляю туда, за то, что у меня пробег не 100, а 50, да, вот это все харам. Потому что имущество харам. И то же самое с честью. Почему мы не имеем права злословить о брате за его спиной? Хотя это может быть 100% истина. Вчера мы говорили про это в аяте. «Валя ягтаб багдукум багда». То есть не злословьте за спиной друг у друга. Кто-то может сказать, так это же я сам своими глазами видел. Это не дает тебе права говорить об этом. Ты должен скрывать. Ты должен скрывать недостатки своих братьев. Поэтому ты не имеешь права говорить об этом. Это харам. И это равносильно поеданию мяса мертвого брата. Поэтому честь. И вот в чем причина была? То, что ты посмел посягнуть на честь своего брата. Ты что-то хотел, пожелал приобрести. Вы заходите на рынок, у вас одинаковые товары, и ты начинаешь придумывать что-то, чтобы люди покупали твой товар, а не его. Бывает такое, нет? Ты начинаешь унижать его, оскорблять его, а ты знаешь, а он такой, а он ненадежный, а он лжец и так далее, и так далее. Тут целый список грехов. Для чего? Для того, чтобы купили твой товар, и ты приобрел себе еду. Вот за то, что ты посягаешь на честь брата, Аллах заставит тебя в аду вкусить адскую еду. Потому что ты посягнул на честь своего брата. То же самое с одеждой. И любое имущество, братья. Еда и одежда – это самые актуальные наши потребности. Поэтому кто-то купил дом за счет
чести своего брата. Кто-то поднялся по карьерной лестнице, унижая других. Обычно это наверное, одно из самых распространенных. Чтобы добиться места там, наверху, не всегда люди показывают свои достоинства. Они больше показывают недостатки других. Так ведь? Поэтому, к сожалению, мы это видим. Люди начинают оскорблять своих конкурентов, унижать, посягать на их достоинства. И даже когда среди равных конкурентов кто-то начинает быть более популярным, для кого-то самый актуальный инструмент – это нужно унизить его. Это нужно найти какие-то его недостатки, заказать какую-то статью в газете, да, бизнес-онлайне там, например. Да, все, надо его, или там в других источниках, надо найти что-то, или там отправить какую-то проверку. К сожалению, это в жизни есть. Поэтому Аллах через своего пророка предостерегает нас. Не вздумайте посягать, то есть приобретая что-то мирское, не вздумайте посягать на честь и достоинство братьев, потому что Аллах заставит вас вкусить адское пламя. А третий момент – на показ. На показ. Бывает так, что, например, бывало так, что наместники халифа, когда находились, то есть халиф приезжал в какое-то селение, и там был его наместник, который, например, отвечал за этот народ. И когда халиф спрашивал, у вас есть претензии к этому наместнику? И бывали случаи, которые просто не любили наместника или хотели как-то испортить ему жизнь, унизить его перед халифом, они начинали на показ говорить про его недостатки. Не для того, чтобы добиться справедливости, найти истину. Нет, просто унизить руководителя, их предводителя. И вот Аллах Тааля таких людей будет унижать в судный день. Потому что у него не было искреннего намерения найти истину, найти справедливость. Нет, просто это тоже, к сожалению, мы каждый день видим. Поэтому, дорогие братья, вот правило железное. Каждый верующий перед другим верующим харам. Все. Его кровь, его имущество и его честь. Каждый, кто будет посягать на честь верующего, будет иметь дело с кем? С Аллахом. С Аллахом, не дай Аллах. И так как сегодня последняя лекция, давайте я все-таки немножко прыжок сделаю небольшой. Об этом я уже чуть-чуть говорил, про примирение сторон. Всевышний Аллах, Он в Коране предупредил нас, что шайтан янзагу бейна. Он всегда будет сеять вражду между нами, между друзьями, между братьями, то есть родным братом, сестрой, родителями, детьми, мужем и женой. Он занимается своим делом, и у него это получается. И поэтому, если возникла проблема между двумя братьями, то создать ради довольства Аллаха все причины, чтобы они снова подружились, является одним из самых величайших благодеяний. Поэтому Аллах говорит: «Иннамаль му'минуна ихва», воистину верующие являются братьями, фааслиху байна ахавайкум. Поэтому примиряйте между вашими братьями. Примиряйте между вашими братьями. Это один аят. Второй аят суратуль Анфаль. Аллах говорит: фаттакуллах, проявляйте таква, богобоязненность, фааслиху зата байникум, и примиряйте между вами. Аллах в Коране повелевает нам, чтобы мы что делали? Примиряли. Сделали все, чтобы обе стороны подружились друг с другом. Ва ати'у Аллаха ва расуля. И подчиняйтесь Аллаху и Его посланнику. Примирение.
Вассульху хайр. Суратун Ниса, 128 аят. Аллах говорит, примирение всегда лучше. Примирение всегда самый лучший вариант. Хайр. Аллах говорит, всегда лучше, да? Посланник Абдулла ибн Амр передает, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Инна афдаля садакати исляху датиль бейн». Воистину, самый лучший вид садака – это примирение между двумя сторонами. Не просто вот у тебя есть деньги, пошел, кому-то отдал, закинул на карту. Нет, ты оставляешь какие-то дела свои, тратишь на это время, тратишь на это свои эмоции. Ты идешь и примиряешь стороны. Вот это есть самый лучший вид садака. В другом хадисе, этот хадис передал Ибн Абдуль-Хамид, Абд ибн Хамид. Следующий хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от Абу Дарда. Посланник Аллаха сказал: «Аля ухбирукум би афдали мин дараджати ссиями вассалати вассадака». Указать ли мне, научить ли мне вас такому делу, который выше, чем совершение дополнительных видов намаза, дополнительных видов постов и дополнительных видов садака. Смотрите, пророк хочет подсказать нам, научить нас такому делу, который по степени выше, чем намаз дополнительный. Про фарз не идет. Фарз вне конкуренции. Есть иман, дальше намаз. Так ведь? Это 5 столпов. Закат, это все фарз. Здесь речь идет о дополнительных. То есть пророк сказал: «Афдалю мин дараджати ссиям». Его степень выше, чем степень намаза, тахаджуда, дополнительных намазов. Его степень выше, чем степень постов. Понедельник, четверг, 13, 14, 15. Да? Вас садака. Даже и выше, чем степень садака. И тогда люди спросили: а что это за дело? Саляху датиль бейн. Это примирение между двумя сторонами. Это примирение между двумя сторонами. То, что ты оставил все дела, пошел и примиряешь между двумя сторонами, ты за это награду получишь больше, чем за дополнительные посты. Фаинна фасада датиль бейн хияль халика. Почему это выше, чем намаз? Потому что пророк сказал: когда портится отношения между двумя мусульманами, это для ислама, для религии халика. Халика – это сбривание. Пророк сказал, это сбривает религию, это разрушает религию. Когда нет дружбы между братьями, это разрушает религию. Поэтому ученые сказали, когда человек постится, пользу получает он сам. А когда человек примиряет стороны, вся умма получает баракат. Поэтому на чаше весов благодеяний вот это примирение между двумя сторонами может оказаться выше, чем посты и дополнительные молитвы, и садака. Вот это очень важно. И мы знаем, когда некоторые племена, а мы знаем, арабы жили племенами, когда некоторые племена начали враждовать друг с другом, будучи верующими, посланник Аллаха, было несколько случаев, он бросал все дела и сам шел к этим племенам, чтобы примирить их. И даже был случай, когда он перед аср намазом после зухра ушел и сказал: если я не вернусь в мечеть до асра, пусть такой-то станет имамом. И на самом деле он не успел. Почему? Потому что он был занят очень великим делом. Он примирял стороны. То есть он бросал дела, да, он намаз там совершил, но на джамагат он в эту мечеть он не пришел, в свою мечеть. Потому что он был там занят. Чем? Примирением между двумя сторонами. И таких случаев много. И даже есть такой случай, иншаллах успею, конечно, много примеров, машаллах. Есть такой случай, когда поссорились, когда испортились отношения между двумя сподвижниками, и их примирил сам кто? Сам Аллах.
Аллах примирил их. Это был Абу Бакр и его двоюродный брат Мистах. Они оба сделали хиджру, то есть мухаджиры, переселились в Медину. Абу Бакр, да, он был сильным, мощным, талантливым купцом, торговцем, да. Альхамдулилля, он стоял на ногах, но Мистах, у него всегда были проблемы с деньгами. Он не мог обеспечить себя, свою семью, и на протяжении скольких лет Абу Бакр постоянно ему финансами помогал. Помогал всегда. И Аллах Тааля отправляет на всю умму, на всех сподвижников испытания. Фитна, связанные с Айшей. Да? Сейчас не буду всем рассказывать, у нас времени нет, муазин уже идет. Вот. И это было очень страшное испытание. И для пророка, и для Айши. А Айша, дочь чья? Абу Бакра. Абу Бакр, когда ее дочку, любимую дочку, обвиняли в непристойном деянии, он просто погибал. Это было страшное для него испытание. Но еще одно испытание пришло, когда до него дошла весть. Какая? Что даже Мистах поддался этой фитне. Среди фитначей оказался и Мистах, который распространял ненужные слова про Айшу. И тогда он не смог подавить свои чувства и сказал: я клянусь Аллахом, никогда больше не буду ему помогать. Сколько лет он ему помогал? Он сказал: клянусь Аллахом, я больше ему не буду помогать. Все, он свою клятву сказал. Через некоторое время Всевышний ниспосылает аят в Коране. И когда этот аят доходит до Абу Бакра, он понимает, что Аллах ниспослал этот аят именно ему. Именно ему. Сейчас постараюсь найти. И Всевышний говорит: пусть обладатели достатком, это про Абу Бакра, не дают клятвы, что они не будут помогать кому? Мухаджирам, нуждающимся из числа своих родственников. Все три подпадают под кого? Мистаха. Обладатели достатком — это Абу Бакр. Поклялся кто? Он поклялся, что они не будут помогать. И пусть они прощают их. Пусть они простят их, ибо они тоже хотят, чтобы Аллах простил их. И когда Абу Бакр понял, что этот аят про него, он закричал: да, я хочу, чтобы Аллах меня простил, и я всегда буду ему помогать. То есть то, что Мистах там признал свою ошибку, нет, пришел к Абу Бакру, попросил его прощения, ему это не нужно. Почему? Потому что сам Аллах поговорил с ним. Так ведь? И он простил его. И вот таких случаев много. Много и с семьей пророка, саллаллаху. Мы знаем случаи, когда Фатима утром поссорилась с кем? С мужем Али. И когда пророк, саллаллаху, пришел, Али нет. А где Али? Где мой Али? Да? Киевы, юг. Зятька нет дома. И Фатима такая: мы утром немножко повздорили с ним, и он ушел из дома. Ушел, не пришел. И пророк, саллаллаху, вышел, и одного сподвижника позвал к себе и сказал: иди, ищи его. Как найдешь, мне скажешь. Через некоторое время этот сподвижник приходит: о посланник Аллаха, я нашел его. Где он? Он в мечети спит. Альхамдулилля, у нас мечеть есть, куда можно уйти. И он приходит в мечеть, и сподвижника рассказывает. А мечеть раньше ковров не было. Он там на песке лежит и укрылся, спит и укрылся своим плащом. И плащ у него упал. И он весь был в пыли. И пророк, саллаллаху, подошел к нему, присел, и эту пыль начал встряхивать с него. И сказал: «Кум я Аба Тураб». Вставай, отец пыли. Вставай, отец пыли. То есть ты весь в пыли. И начал встряхивать его. И до конца жизни, говорит, для Алия Абу Тураб это было самое прекрасное прозвище, говорит, для него.
Потому что он так запомнил, что вот пророк начал искать, нашел его, привел обратно домой. Вот поэтому примирять между двумя сторонами, братья, это величайшее дело, да? Поэтому если есть у каждого такая возможность, делайте это ради Аллаха, и иншаллах, вы получите огромные награды. Потому что братство, отношения между братьями, это святое. Это святое. В этом баракат ислама. И как пророк сказал, разъединение мусульман. Это халика, это сбривает ислам, уничтожает ислам. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду алла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.